Хорошо, давайте начнем. Добро пожаловать на нашу очередную сессию по программе «Мало грантов». В этот раз мы хотим ответить на вопросы, касающиеся больше форм, их заполнения, процесса подачи заявки. Еще раз напоминаю о том, что мы объявили программу финансирования для гражданского общества, для организации гражданского общества. Три основные темы в этом году у нас – это противодействие торговле людьми, содействие использования источников возобновляемых источников энергии, также решение проблем качества воздуха. Это три основные темы, на которых мы фокусируемся в этом году. Уведомление о возможности финансирования опубликовано на сайте grants.gov, также на сайте посольства kz.usembassy.gov. На 3 языках вы можете ознакомиться с полной версией уведомления, внимательно ее прочитать. В ней описаны все условия программы финансирования, задачи, цели, аудитории, все, что мы хотим видеть в ваших заявках. Сроки подачи. Заявки принимаются до 30 апреля, включительно до 12 часов ночи 30 апреля, но мы рекомендуем подавать заранее, так как иногда заявки, они приходят с опозданием, особенно если их очень много в последний день. Мы просим подавать заявки как можно раньше, как только вы будете готовы. Присылайте свои заявки, присылайте, пожалуйста, полный пакет документов. Я хочу сейчас, наверное, поделиться с вами экраном своим и показать на сайте посольства, где находится наше объявление. Секундочку, сейчас я с вами поделюсь. Итак, на сайте посольства США, здесь вы видите KZ, US Embassy Gov, я открыла на русском языке. У нас есть объявление на 3 языках, полностью объявление. Вы даже можете просмотреть предыдущую сессию, которую мы проводили 19 марта по темам основным и целям программы «Мало грантов». Вся информация, полностью уведомление опубликовано здесь, и в самом конце уведомления есть полный список документов, которые необходимы для подачи. То есть вот они идут приложениями, вы можете их скачать и заполнить, все формы, шаблоны, все, что необходимо, имеется в приложении. Итак, кстати, я начала говорить и не представила своих коллег. Давайте поприветствуем моих коллег. С нами сегодня Асем Бекишева, наш координатор грантов из Алматы, Серик Досалиев, также координатор грантов в городе Нур-Султан. И вот сегодня втроем мы ответим на ваши вопросы. И вот вначале мы хотели сделать такую мини-информативную сессию, чтобы снова напомнить вам о программе. И хочу передать слово Серику, чтобы он немножко сказал о технических регистрациях, которые необходимы и обязательны для участия в программе. Поэтому, Серик, передаю слово вам. Спасибо, Салтан. Вопросы? Я извиняюсь, Серик, я просто вижу, что кто-то поднял руку. Наверное, вы можете, хочу сразу сказать, что вы можете печатать вопросы в чате, и мы будем отвечать на них по мере нашего продвижения. Спасибо, Салтан. Здравствуйте всем. Добрый день. Спасибо, что присоединились сегодня к нам. Да, вы можете задавать свои вопросы параллельно уже в чате. Мы после моего выступления дальше будем работать с предыдущими вопросами и теми вопросами, которые мы сейчас от вас получаем. Я вкратце разъясню требования по регистрации на сайте sem.gov. Это требования в рамках всех наших грантов программ, что любой грантополучатель организации юридическое лицо должно получать соответствующую регистрацию. Я прошу меня извинить, у меня соседи просто делают ремонт, поэтому будет небольшой шум на заднем плане. Дело в том, что когда вы проходите регистрацию на сайте sem.gov, в первую очередь вам нужно получить номер. Ссылка на этот сайт, а также разъяснения вы можете тоже найти у нас на сайте по объявлению. Бывают случаи, когда у организации уже есть свой номер, но сотрудники этой организации еще не знают, поэтому вы можете сначала задать поиск, попробовать себя найти,
и если поиск не дал каких-либо результатов, вы можете зарегистрировать свою организацию. Данс-номер с регистрационными данными приходит вам на электронную почту, которую вы указали во время регистрации. Вы должны учитывать, что система в первую очередь ориентируется на то, как вы зарегистрированы на сайте статистики. Есть специальный сайт статистики stat.gov.kz. Вы можете на этой странице вбить свой BIN и узнать, как вы там сохранены, как вы, знаете, зарегистрированы официально. То есть система DANS ориентируется на этот сайт. После получения 9-значного DANS номера и адресных данных по вашей организации, вы после этого переходите на регистрацию на сайте Engage. Вам нужно учитывать, что вы не делаете эти два действия параллельно, вы делаете их в строгой последовательности. То есть сначала получаете DANS номер, потом уже регистрируете на сайте Engage, чтобы получить Engage-код. Engage-код – это пятизначный код, состоящий из 4 букв и 1 цифры. На сайте вы вводите данные, которые аналогичны тому, какие регистрационные данные вы получили от первой системы DANS. То есть тот email, который вы от них получили, то ваше название организации, то те адресные данные, которые вы получили в электронной почте, точно так же должны вводиться на сайте Engage. На всякий случай вы можете после регистрации на первом сайте проверить себя, узнать, как ваши регистрационные данные. Я подчеркиваю этот момент, потому что любая ошибка в названии организации и в адресных данных может привести к усложнениям, и вам могут в дальнейшем отказать в регистрации. Чтобы этого не было, пожалуйста, будьте внимательны. Хотел бы также уточнить, что если вам что-то непонятно, и если вы видите какой-то вопрос, который вас не касается, то вы можете его пропустить. Не заполнять эти поля, потому что в большей части это вопросы касаются для резидентов США, а поскольку вы коим не являетесь, вам их заполнять не нужно. Engage-код предоставляется вам в течение 2 рабочих дней, и после того, как вы уже имеете DANS номер, получили Engage-код, вы можете зарегистрироваться на 3-м сайте sam.gov. В первую очередь вы регистрируете свой личный кабинет, вы не регистрируете сразу свою организацию, а регистрируете свой личный кабинет, и внутри своего аккаунта вы будете регистрировать свою организацию. Более подробно на этом сайте есть вкладка Help, где есть демонстрационное видео. Оно пошагово доступно объясняет, какие манипуляции вы должны сделать, чтобы пройти регистрацию. На всем этапе регистрации, если у вас есть какие-то сомнения, вопросы, я прошу вас не гадать, вы можете нам написать или выйти нам на связь, написать по WhatsApp номеру, задать свой вопрос, скинуть фото с монитора, которого вы имеете, который хотите решить или затрудняетесь по поводу разрешения данного вопроса, и мы вам поможем. Самое главное, пожалуйста, не делайте наугад. Если сомневаетесь, обращайтесь к нам. Может быть, мы не сразу, но в течение дня мы вам обязательно ответим. Пока что вкратце это все. Если будут вопросы, пишите, звоните, мы на связи. И, пожалуйста, давайте перейдем к следующему этапу нашей сессии, к вопросам и ответам. Я передаю слово своему коллеге Асен. Спасибо. Здравствуйте, Салимет Сидерме. Я бы хотела пройтись по непосредственно заявке и по критериям оценки, потому что всегда у нас грантеры, аппликанты спрашивают, а как вы оцениваете, на что смотрите, да, на что сделать упор. Поэтому это у нас все прописано в нашем объявлении, но, в принципе, я вкратце тоже расскажу, чтобы вы для себя имели четкое понятие. Первое, на что мы смотрим, это на планирование проекта и способность выполнить задачи. То есть насколько ваш проект ставит разумные задачи и насколько вы можете, действительно, у вас есть способность у вашей организации воплотить эти задачи. На это у нас отводится 35 баллов. Это, как бы я вам сейчас расскажу, 35 баллов. Из этого участники комитета, они дают разбивку, каждый оценивает каждую заявку по этим баллам, и затем уже высчитывается общий балл.
Следующее, на что смотрим, это идея программы и реализация. Это, конечно же, насколько ваша идея интересна, новаторская, креативная, насколько вы можете, может быть, какую-то обычно, ну, как бы, скажем, из чего-то обычного сделать очень интересный проект. И идея очень важна. На это 25 баллов дается. Следующее – это бюджет. Бюджет должен быть целесообразным, допустимым, и все расходы должны быть целесообразные, потому что мы проверяем бюджет, мы смотрим, насколько цены и то, что вы даете, как бы оно реалистично, и это рыночная цена, рыночные, скажем так, расходы, поэтому бюджет тоже очень важен. И на это отводится 15 баллов. В этом году очень важной, одна из важных частей заявки – это будет мониторинг и оценка. Для мониторинга и оценки это как бы вы сами будете мониторить и оценивать свой же проект, да, насколько вы смогли достигнуть те цели, которые вы изначально ставили, которые ваш проект ставил, и показать, там вот у нас есть еще в мониторинге оценки, у нас есть отдельный шаблон, который вы должны будете заполнить по именно индикатору. Помните, мы говорили, что вы должны выбрать один индикатор, который есть в объявлении, и показать, как вы будете достигать этот индикатор. И за счет этого также показать, как ваш проект, это называется теория изменений, как ваш проект повлиял на то, что что-то изменилось в обществе или что-то изменилось в том месте, где вы реализовывали свой проект. На это у нас будет 15 баллов критерий оценки, и вы должны, мы допускаем, что вы можете нанять какую-то другую организацию или человека, но мы хотим сказать, что расходы на это должны быть до 5% от вашего проекта. Допустим, если вы будете, кто-то из вашей организации это будет делать, тогда, возможно, там 1% выше, да, к его заработной плате. Либо если вы будете нанимать, эти расходы не должны превышать 5% от общей суммы вашего проекта. И, конечно же, последнее – это 10 баллов. Это организационный потенциал и сведения о предыдущих грантах. Но я хочу сказать, что если новая организация, они хотя бы могут нам показать, предоставить CV своих координаторов, своих сотрудников, показать как бы новым организациям, хочу сказать, чтобы они не боялись этого, что мы будем смотреть в совокупности на все эти критерии. Ни один из этих критериев не более важен, чем остальные. Конечно, все в совокупности – это и есть ваша как бы успешная заявка. Я думаю, все. У меня на этом все. Давайте перейдем на вопросы. Спасибо всем. Давайте перейдем к вопросам. Я смотрю, что многие вопросы повторяются. Хочу снова сказать о том, что программа «Мало грантов» уже была опубликована и объявлена, и сроки подачи заявок до 30 апреля этого года. Вся информация, полное объявление на 3 языках есть на сайте посольства США, и все приложения, все документы, которые мы просим подать, они есть также на сайте посольства в самом конце объявления. То есть вы можете скачать, заполнить формы и присылать нам полный пакет документов по электронному адресу, который у нас sgp-kazakhstan@state.gov. Также хочу сказать, мы можем перейти к вопросам. Вопросы, которые часто повторяются, это про участие университетов. Начнем, наверное, с него. Этот вопрос задавался несколько раз во время прошлой сессии. Мы написали нашему руководству, чтобы уточнить, могут ли участвовать университеты. И я хочу попросить ответить одного из моих коллег, Серик или Асем, может быть, по поводу университетов.
Да, давайте я отвечу, потому что это и на e-mail присылали вопрос. Университеты, к сожалению, не могут участвовать, потому что эта программа нацелена на неправительственные организации, на то, чтобы улучшить работу гражданского общества. Поэтому, к сожалению, в этой программе университеты участвовать не могут. Но есть у нас программа APS, которая тоже уже опубликована, и там есть другие разные темы, вы можете посмотреть, и там университеты могут участвовать. Поэтому, пожалуйста, проверьте APS, посмотрите там. Может быть, вы сможете там поучаствовать и предложить свои какие-то проекты. Также я бы хотел дополнить немного по поводу университетов. Дело в том, что в Казахстане, в зависимости от юридического статуса, некоторые университеты все-таки могут подавать, некоторые не могут. Дело в том, что если же университет имеет юридический статус некоммерческого акционерного общества, то есть он является некоммерческой организацией, то в данном случае университет, учебное заведение может участвовать. Если же оно является акционерным обществом, товариществом с ограниченной ответственностью, то есть по казахстанскому законодательству этот юридический является коммерческой организацией, то тогда вы, к сожалению, не можете подать. Но, тем не менее, мы рассматриваем возможности сотрудничества с некоммерческими организациями, которые работают с этими университетами. Это те же, допустим, ассоциации выпускников этого университета, частные учреждения, которые имеют некоммерческий статус и работают с этим университетом. То есть вы должны осознавать, что дело в том, что мы не можем делать что-либо, что идет в противоречие с казахстанским законодательством. Тем не менее, здесь возможны варианты, при котором с другим юридическим лицом, некоммерческим и негосударственным, можно реализовать свой проект. То есть, когда мы говорим о том, что университет не может, мы говорим конкретно именно о тех университетах, которые имеют юридический статус коммерческой организации. По казахстанскому законодательству являются либо ТО, либо акционерным обществом. Но если же это не коммерческое акционерное общество, это другой вид некоммерческой, негосударственной организации, то тогда вы можете подавать. А также, как я уже упомянул, мы стараемся быть более гибкими, и те университеты, которые являются акционерным обществом или имеют статус товарищества с ограниченной ответственностью, они могут подать заявку, допустим, от имени той же ассоциации выпускников или же акционерной общественной организации, которая представляет интересы этого университета. Спасибо, Серик. Я хочу ответить на вопрос, может ли одна организация подавать несколько заявок или сколько заявок может подавать организация. В прошлый раз мы говорили о том, что мы говорили о качестве заявок, о том, что для нас очень важна качественная заявка, и если ваша организация может написать 2 хорошие заявки, вы можете подать 2 заявки. То есть, в принципе, в этом году нет ограничений по поводу количества заявок. И снова повторяются вопросы по регистрации в SAM.gov. Я видела о том, что у людей есть переживание о том, что регистрация может занять до 90 дней. Также она может занять до 5 рабочих дней. То есть Серик рассказал очень подробно, и позже мы добавим презентацию в виде PDF-формата на сайте посольства, там, где объявление о программе «Мало грантов». Если вы будете следовать всем инструкциям, все будете заполнять верно, название организации в транслитерации, которую вы можете подглядеть на сайте статагентства Казахстана, то вы можете очень быстро, в течение 5 рабочих дней, получить все свои регистрации. Также есть вопрос о том, что если у вас имеются регистрации, все 3 регистрации, Dance Engage и регистрация на SAM.gov, в момент подачи заявки у вас должна быть активная регистрация на сайте SAM.gov. Вы можете зайти, проверить себя, что вы существуете, что вы есть, что вы активны. Если вы вносите изменения в устав, в наименование организации, то после того, как вы внесете все эти изменения, вам нужно будет последовательно внести изменения в Dance, в Engage, соответственно, и потом уже обновить свою регистрацию в SAM.
Но если вы уже получали, я тоже ранее видела, был вопрос, что вы раньше получали Dance and Engage, снова вам получать их не нужно. Вам нужно просто обновить вашу регистрацию на сайте sam.gov. То есть ваше контактное лицо, ваш администратор, у которого есть доступ, может зайти и обновить вашу регистрацию на сайте SAM. Снова вопросы по... Следующий вопрос, Серик, может быть, вы, потому что вы отвечали... Университет Форминал может ли участвовать, и КДМ при университете смогут они в основном имеют статус НПО. Итак, тут еще вопросы. Только организации могут участвовать, могут ли участвовать физические лица. Физические лица, индивидуальные предприниматели, иные организации, которые имеют коммерческую основу, то есть являются коммерческим и юридическим лицом, не могут участвовать. Могут участвовать только юридические лица, которые являются некоммерческой и негосударственной организацией. Главный критерий является вот этот. Также я вижу, что часто задается вопрос про регистрацию sam.gov. Данный номер NKH-код, он как IIN и BIN дается только единожды. У одной организации может быть только один NKH-код, один данный номер. У вас не должно быть двух NKH-кодов или еще данный номеров. Это будет вести к тому, что вы не сможете нормально зарегистрироваться на сайте sam.gov. Если вы уже регистрировались на сайте sam.gov, вам нужно просто его обновить. Для этого вам нужно им написать на электронную почту sam.help и объяснить ситуацию, что вот вы уже регистрировались, хотели обновить, но еще самый лучший простой способ – это вам нужно зайти в свой аккаунт, где вы регистрируете организацию, и просто обновить информацию, и у вас появится новый обновленный статус, который будет действовать 12 месяцев, то есть 1 год. И каждый год за 2 недели до окончания срока обновления вы будете получать уведомление, и вам всего лишь нужно его просто обновить, изменить информацию, если есть какие-то изменения в вашей организации, и он еще раз будет продлен на 1 год. Здесь еще вопрос по поводу процентного соотношения есть бюджета при реализации проекта, спрашивает Султан Шоханова. Честно говоря, я бы попросил у вас более подробнее раскрыть свой вопрос, потому что непонятно процентное соотношение чего к чему. В принципе, контактные данные я уже написал, также есть контактные данные у нас на сайте. Я думаю, мои коллеги тоже сегодня в течение сессии напишут свои контакты, телефоны, на которые вы можете связаться. Всем, может быть, возьмете вопрос о софинансировании. Обязательно ли софинансирование в рамках проекта? Да, давайте. Нет, софинансирование не обязательно. И многие у нас грантеры думают, что если мы покажем софинансирование, то это как-то облегчит получение гранта, да, или как-то будут благосклонны к таким заявкам. Это не так. И более того, я хочу сказать, что софинансирование, если вы показываете, что вы будете софинансировать грант, то вы должны будете, вы должны будете нам также предоставить отчеты по софинансированию, чтобы мы видели, что действительно софинансирование было и что это все прозрачно. Я вижу такой вопрос. Я вижу вопрос по Данзу. Там пишут, что если у них поменялось так, на данный момент... секундочку, ушел вверх. У нас есть регистрация в SAM, и NKH номера имеются. Однако мы сейчас вносим изменения в устав в связи с изменением наименования юридического адреса. Говорит ли BIN остается неизменным? Говорит ли это о том, что нам необходимо заново пройти
Dance and Engage. Я думаю, вам не нужно заново получать, если у вас BIN остается неизменным, то вам Dance и Engage заново получать не нужно. Единственное, sam.gov нужно будет как бы обновить, потому что это ежегодная регистрация. Так, следующий вопрос. Я хотел бы прочитать вопрос от Белим Берни. На данный момент практически все университеты в Казахстане преобразовались в некоммерческое акционерное общество. Единственным акционером является Министерство образования и науки Республики Казахстан. Соответственно, это государственная организация. Тогда целых мало грантов, не совсем поддержка гражданского общества получается. Я немножко отойду от технической части и дам пояснение. Дело в том, что мы, когда говорим о организациях, в которых могут участвовать, мы говорим в первую очередь о юридической составляющей, требований в плане юридической составляющей. И здесь нет ограничений, например, другим организациям. Это только один из возможных организаций, которые могут участвовать. Дело в том, что любая организация, некоммерческая и негосударственная, если хочет реализовывать проект, который соответствует нашим требованиям и тем тематикам, которые мы указали, может подать заявку. И здесь просто вопрос шел конкретно от университетов. Дело в том, что в данном случае мы должны учитывать, что в Казахстане есть своя специфика, свои особенности в плане законодательства и регулирования сферы образования. И здесь мы стараемся быть максимально гибкими и не делать так, чтобы в итоге из-за того, что в Казахстане есть такие изменения, лишить возможности университетов участвовать в нашей программе. Как я уже объяснял, если же есть какие-то нюансы, из-за которых с нашей стороны или с вашей стороны есть ограничения, мы стараемся быть гибкими и достичь точку соприкосновения и компромисса. Если же есть какая-то хорошая идея, которая после реализации поможет достичь поставленных целей согласно требованиям программы, и вы хотите ее сделать, мы будем рады рассмотреть такую возможность и стараемся дать эту возможность всем по мере возможности. Надеюсь, мой ответ дал пояснение, понимание того, почему мы имеем такую политику. Если же нет, вы можете задать уточняющий вопрос в чате. Спасибо. Следующий вопрос от Ахтияр Мырза Тарас, Казахстан Ауылжастары. Доброго времени суток. Экологический проект на строительные и монтажные работы с использованием техники, земельных работ, финансирование выдается. Дело в том, что вы должны учитывать, что если вы делаете какой-то экологический проект, который вовлекает использование строительной, монтажной техники, их работы и прочее, здесь в первую очередь будет вопрос, для чего он нужен. То есть наша программа и проекты, которые мы ожидаем, в первую очередь нацелены на работу с населением. То есть это те изменения в обществе, и те мероприятия, которые подразумевают, что идет работа с населением, с их отношением, допустим, к окружающей среде в данном случае, если это касается тематики экологии, и бережное отношение к экологии и окружающей среде. Если же вы собираетесь делать какие-то строительно-монтажные работы, это будет выглядеть немножко не так, как мы ожидаем этого, если так можно выразиться. Дело в том, что вы должны показать, насколько вот эти работы, которые вы хотите сделать, повлияют на восприятие людей, как оно изменит их отношение к окружающей среде, как оно приведет к тому, что вот эти цели, которые мы хотим достичь в программе, будут реализованы, достигнуты, исполнены. Если это реально ведет к этому, то тогда да, мы можем рассмотреть. Если же это попытка использовать эту программу как первоначальный капитал для дальнейшей реализации своего бизнес-проекта, то тогда это не будет профинансировано. Спасибо.
Так, давайте следующий вопрос я отвечу. Следующий вопрос такой. Если проект введен на собственные средства инициативной группы, на продолжение проекта можем ли подать заявку? Да, вы можете подать заявку на продолжение вашего проекта, если он уже у вас существует. Единственный момент, те затраты, которые были до, которые вы уже провели в рамках своей инициативной группы, эти затраты возмещаться не будут. То есть вы можете подать на продолжение и уже как бы указать расходы только, которые будут в будущем, когда проект будет реализован. Вот так. Так, наверху были вопросы, которые, кажется, мы пропустили. Женский луч. Вот, добрый день. ООО «Женский луч» было зарегистрировано в СЭМ в 2018 году. У нас были все 3 номера, но мы знаем, что их нужно обновлять. Все ли 3 номера нужно обновить? Кажется, коллеги до этого сказали, что нужно обновить только sam.gov, а остальные Dance and Engage, они даются на, как бы, на всю жизнь, если так можно сказать. Угу. Есть ли еще вопросы? Здесь также был вопрос по поводу КДМ. Я как понимаю, КДМ имеется Комитет по делам молодежи. Если КДМ имеет юридический статус некоммерческой организации, то тогда да, КДМ может участвовать. Да, давайте вот этот момент уточним, что университеты сами по себе заявки будут как бы не могут участвовать, потому что они, хотя и являются, да, НАО, но они не являются, они все-таки являются государственными учреждениями. Но если при университетах есть какие-то фонды, какие-то молодежные движения, у которых есть юридический статус НПО, то они могут подавать. Я хочу, как бы, чтобы вы, те университеты, которые сейчас слушают, чтобы мы вас не ввели в заблуждение, чтобы вы понимали именно вот эту разницу. Так, будет ли финансироваться информационно-аналитический контент, политическая программа на YouTube-канале? Напишите проект, если все возможно. Мы в прошлый раз мы профинансировали документальный фильм, серию документальных фильмов, и которые транслируются на YouTube. Поэтому напишите свой проект, если у вас есть организация, вы подходите, у вас прекрасная идея, конечно, это же все может быть рассмотрено. Обращаться можно ли при регистрации АРУ? Да, вы задавали несколько раз. Да, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете звонить Серику, мне или Салте. Наши номера все указаны, и мы постараемся вам помочь. Также можете писать нам на e-mail sgp.kazakhstan@state.gov. По туризму и спорту проекты можно? Нет, в этом году у нас 3 темы. Вы можете, если у вас какие-то другие темы, как бы ваши проекты подходят, то посмотрите APS, там более широкий охват тем. Давайте я тоже отвечу на несколько вопросов, которые были ранее написаны. Итак, если у вас в данс-номере больше 9 цифр и в конце идут нули не считаются. Первые 9 цифр, они являются вашим дансом. Также, есть ли требования к составлению проектного бюджета, какая ставка заработной платы для участников проекта, есть ли ограничения по количеству участников в рамках проекта. Проект должен... смарт-цели, да, он должен иметь смарт-цели, то есть вы должны понимать, что для вас возможно, что вы можете покрыть, какой у вас штат, сколько человек и какую аудиторию вы можете покрыть. То есть все должно быть очень реалистичным, оптимальным, конкретным. То есть чем конкретнее цели, конкретнее задачи, план действий и каких результатов вы хотите достичь, чем четче вы все это пропишете, тем легче будет понять ваши заявки комиссии, которая будет читать. И если это все реалистично относительно тех ресурсов, которые вы просите, которые у вас имеются, то вы принимаете решение. То есть вы должны быть максимально реалистичными, что вы можете реализовать в вашей организации. Никаких конкретных ограничений в зарплате нету, но зарплата, она также должна
вы можете еще раз внимательно прочитать наше уведомление о возможности финансирования, ознакомиться. То есть бюджет составляется в долларах США, вы должны указать персонал. То есть если это кто-то, кого вы нанимаете для оказания услуг, это можно указать в разделе контрактов. Если это ваш персонал, который будет участвовать над проектом, вы должны рассчитать уровень занятости вашего персонала. То есть не просто взять ту зарплату, которую вы хотите, или с потолка, это должна быть какая-то тоже рыночная цена, которая применима в вашем регионе, то, что реалистично человек, то есть затративший свои и работающий над этим проектом, достойно мог получить свою зарплату. Это относительно бюджета. И про аудит. Если НКО-организация, несколько лет деятельность была приостановлена, потом фонд реанимировался, изменился состав попечительского совета, надо ли предоставлять аудит? Вопрос по аудиту. Мы можем выборочно попросить, если у нас появятся вопросы какие-то дополнительные, но в обязательной форме аудит нет необходимости предоставлять. Я думаю, что в данном случае, если вы возобновляете деятельность, которая была приостановлена, мы не будем у вас просить никакие дополнительные данные по вашему аудиту вашей организации. Аудит обычно мы просим у тех организаций, которые получали там много грантов или от нас получали в предыдущие годы гранты, либо большие суммы грантов. Вот, поэтому можно отвечать дальше. Я вижу еще, да, есть вопросы. Я продолжу по вопросам. Следующий вопрос. Выделяется ли малый грант правозащитной организации незарегистрированной организации? Это работает. Нет, мы не выдаем грант незарегистрированным организациям. Если вы хотите участвовать в программе «Малый грант», вы должны подать именно организации, от юридического лица. Физические лица проекты не могут подавать. Также здесь был вопрос, тоже, кажется, от физического лица. И еще раз подчеркиваю, что физические лица не могут участвовать конкретно в этой программе. Келесі сұрақтарға мен жауап берейін. Мына жақта сұрақтар бар. Қазақша немесе ағылшынша түсіндіру бола ма? Сайттан қараңыз, Манар Али. Қазақша да, ағылшынша да, орысша да біздің программамыздың, бағдарламаның барлық талаптары жазылған. Сол жақтан оқып көруіңізге болады. Какие направления подпадают под финансирование? Социально направленный проект финансируется ли? Опять же, пожалуйста, прочитайте объявление. Коллеги, пожалуйста, скиньте заново ссылку на наше объявление. Здесь, вот, да, уже Салтанат скинула, оказывается. Вы можете там прочитать, там есть темы. Социально направленные проекты зависят от темы вашей, и если вы подходите по теме, вы можете подать на грант. У нас в этом году 3 темы. Это здесь как раз был вопрос, который мы, кажется, пропустили. Здравствуйте, люди из МЛС, выходя, могут попасть в рабство? Можем ли претендовать на финансирование для предотвращения этих негативных последствий? Жомар, да, спрашивает. Вы хотите, наверное, по теме торговли людьми. Да, ваш проект, я думаю, подходит. Если тема торговля людьми, противодействие торговле людьми, то вы можете попробовать. Следующая тема – это загрязнение воздуха и тема возобновляемые источники энергии. Вот так. Угу. Ну вот Салтанат уже вам скинула наше НОФА, наше объявление, там все очень подробно прописано, вы можете прочитать, ознакомиться. И так, для чего стандартная форма 424, да, это наша форма, это как бы там мы запрашиваем информацию про организацию. Есть целый пакет документов, который Салтанат уже говорила ранее, и все эти документы должны быть заполнены для того, чтобы ваша заявка была рассмотрена.
Снова повторяется вопрос о том, где и как подать заявку. В объявлении написано два метода подачи заявок. Одна через сайт grants.gov, но это сложная, мы ее должны были указать, потому что мы должны публиковать все объявления финансирования на сайте grants.gov для прозрачности. Все грантовые возможности публикуются на сайте grants.gov. Но так как это программа для казахстанского общества, для НПО, мы просим вас присылать заявки на email sgp-kazakhstan@state.gov. Полный пакет документов, пожалуйста, присылайте нам на email. Мы регистрируем, отправляем в течение 5 рабочих дней, мы даем вам ответ о том, что мы зарегистрировали, номер регистрации ваш посылаем. Также просим вас о том, чтобы объем документов, которые вы высылаете, он весил менее 5 мегабайт, потому что если он весит больше 5 мегабайт, он до нас не доходит. Если вы нам отправили свою заявку и не получили от нас ответа в течение 5 рабочих дней, пожалуйста, снова напишите нам, чтобы удостовериться, что мы получили вашу заявку. Но все полученные заявки регистрируются, и мы отправляем ответ о том, что заявка была получена и зарегистрирована. В продолжение заявок хотел бы уточнить один важный момент. Дело в том, что из всего пакета документов очень важным является именно ваша заявка о предложении. Оно пишется на английском. И очень большая просьба, чтобы вы, когда будете подавать эту заявку, обратили на то, как хорошо написан он на английском языке. Дело в том, что очень важно, чтобы вы смогли донести свои мысли, идею на английском языке таким образом, чтобы члены комиссии, в основном американцы, смогли понять, что вы хотите сделать, в чем суть проекта. И тогда им будет легче принимать решения. По поводу форм SF, если там будет какая-то ошибка, то это не сыграет прям такой критической роли. Самым главным документом, как я уже говорил, является предложение и бюджет. Формы SF, SF424 и 424A, даже если там будут ошибки, то мы всегда даем возможность ее исправить, и они не будут основанием для отказа в рассмотрении. У нас осталось 15 минут до конца сессии. Я думаю, что мы уже ответили на много вопросов, но тем не менее я предлагаю, пожалуйста, вы задавайте вопросы, чтобы мы хорошо использовали время оставшееся. Можно ли внести оплату аренды, да, офиса, включить в бюджет? Да, вы можете включить оплату аренды, если вы снимаете помещение для реализации проекта, либо если вы можете поделить, наверное, высчитать какую-то часть аренды, если, допустим, вы арендуете офис, и вы определенный процент работы проводите в этом офисе, посвященной именно этому проекту, то есть определенная часть бюджета может быть покрыта, аренда может быть покрыта из бюджета. Давайте следующий вопрос я отвечу. Мен жауап берейін. Құқық қорғау ұйымдары қалай көмек ала алады? Тіркелмеген жұмыс істеп тұр дейді. Жанар сияқты. Жанар тіркелмеген, өкінішке орай тіркелмеген ұйымдар бұл жобаға қатыса алмайды. Сіз жобаңызды, өзіңіздің проектіңізді сайысқа түсу үшін сізге өзіңіздің ұйымыңызды тіркеу керек болады. Мен енді білмеймін оның қаншалықты ұзақ уақыт алатынын, бірақ егер қатысқыңыз келсе, сіз өзіңіздің ұйымыңызды тіркеуіңізге болады, және сол официал содан кейін барып осы жобаға қатысуыңызға болады. Және де Асим айтқанда мен толықтырып жіберейін. Егер де сізге өзіңізге үйін тіркеуге қандай да себептерге байланысты қиын болса,
әрбір қалада Қазақстан бойынша осы құқық қорғау бойынша көптеген мемлекеттік емес ұйымдар бар. Олар қоғамдық бірлестіктер және тағы сол сияқты. Солармен бірлесіп, солармен бірге серіктесіп, өзінің жобаңызды ұсынуға болады. Менің тәжірибем бойынша көптеген ұйымдар осындай ойларымен келген адамдарға бірге жұмыс жасауға дайын болады. Жалпы енді қосымша нұсқа ретінде. Да, и как бы тоже это для вот индивидуальных физических лиц, которые как бы хотят подать, у них прекрасная, может быть, идея именно по этим 3 темам. Вы также можете посмотреть в вашем городе, регионе НПО. Может быть, они захотят с вами сотрудничать. Поэтому подумайте, как вы можете реализовать свой проект. И как бы это хорошо для всех, это хорошо для гражданского общества, это хорошо для именно для бенефициаров проекта и для того, кто будет как бы реализовывать. Поэтому подумайте, как бы креативные пути, как вы можете подать заявку и реализовать свой проект. Следующий вопрос от Рустама. Разрабатываем проект в области зеленой энергетики и питьевой воды. Новая технология сбора воды и ее опреснения. Насколько мы можем надеяться на поддержку? Честно говоря, Рустам, очень мало информации. Если вы считаете, что ваш проект соответствует целям нашей программы и поможет достичь ее цели, то я вам рекомендую однозначно подавать заявку. Я хочу добавить, очень часто у нас спрашивают, можем ли мы подать такую заявку, можем ли мы подать такую заявку. Дело в том, что мы не можем принимать такого решения, не мы находимся в комиссии находятся специалисты с разных агентств, отделов, которые знают специфику, то есть если речь идет о торговле людьми или о качестве воздуха, будут специалисты посольства, которые понимают нужду, понимают цели финансирования, и они будут принимать решения, какие проекты хорошо написаны, качественно написаны, действительно могут достичь тех целей, которые они указали. То есть будет какое-то изменение, будет результат в процессе этого финансирования, этого срока, пусть это будет 9 месяцев или 12 месяцев. И эти проекты, это же конкурс, они между собой тоже соревнуются. Вначале Асема рассказывала о критериях оценки, о том, что эти проекты оцениваются, они зарабатывают баллы относительно плана реализации, относительно насколько хорошо все рассчитано, прописано. Поэтому лучшие из лучших проекты будут профинансированы, сильные проекты, четкие, понятные, ясные. Это может быть маленький проект, но очень хорошо написанный. Либо это может быть большой проект, тоже хорошо написанный. И если мы будем видеть, что ваши возможности, вашей организации, ваш штат позволяет вам выполнить то, о чем вы нам говорите, то проекты будут между собой, как это сказать, достойными, да, то есть они будут достойными и могут получить финансирование. Но мы не можем сказать, что ваш проект подходит или не подходит. Вы смотрите на темы, которые мы хотим финансировать. Темы прописаны очень четко, написаны цели, написана аудитория, кого мы хотим достичь, да, кого мы хотим проинформировать, каких результатов мы хотим видеть. Все очень подробно расписано, и ваши проекты, если не отвечают объявлению, которое мы опубликовали, то они, конечно, имеют право участвовать и очень даже могут быть профинансированы. Следующий вопрос от Улан Шамшет. Тема номер 3. Содействие использованию возобновляемых источников энергии. В связи с этим у меня вопрос, а точнее проект мини-фермы, где я планирую использовать ветрогенератор отечественной разработки. Финансируется ли такой проект? Еще раз я бы хотел подчеркнуть, что, во-первых, если вы хотите подать проект, где в итоге конечным бенефициаром, то есть тем, кто будет получать пользу от этого проекта, будете лично сугубо вы или ваша семья, то тогда маловероятно, что вы получите поддержку. Здесь в первую очередь программа преследует цели по предоставлению пользы для всего общества. Если же вы собираетесь делать что-либо, что будет побуждать таких, как вы, которые находятся в таком же положении,
использовать ветрорегенаторы в качестве альтернативы, допустим, для угля или для других источников энергии, которые имеют вредные выбросы в атмосферу и прочее, то тогда это другой вопрос. Но если вы хотите сделать проект, который сугубо приносит только вам личную пользу, то тогда нет. Надеюсь, я смог донести вот эту разницу между проекта, где польза получается только для одного человека и где польза приносится для всего общества. Спасибо. Можно нам писать, вопрос, можно ли нам писать, вы можете писать на этот email, мы отвечаем на все вопросы, мы помогаем с регистрацией, мы помогаем с заполнением форм, если есть вопросы. Единственное, о чем мы просим, наверное, не нужно присылать неполные формы, потому что я уже вчера проверяла почту, и я видела, когда присылали там 3 формы из 7, и причем одна из форм устаревшая 2019 года. Пожалуйста, все формы прикреплены, их можно скачать с сайта, пожалуйста, заполняйте эти формы, которые мы просим вас заполнять, присылайте нам полный пакет, присылайте на e-mail. Следующий вопрос. Добрый день. Направление по атмосферному воздуху. Возможно ли указать заявки приобретения оборудования из России или все заявленное оборудование должно быть сделано в Казахстане, как я понимаю? Просто данный тип оборудования не производит в РК. Да, конечно, мы в первую очередь хотели бы, чтобы все специалисты, которые будут участвовать в вашем проекте, все спикеры, а также тренинги, те, кто будут вести ваши тренинги, те оборудования, которые вы собираетесь приобрести, были в первую очередь отечественные. Это желательно. Но если же на территории Казахстана нет такого, нет аналогов, то тогда да, вы можете рассмотреть возможность приобретения или получения товара или услуги за границей. Но вы должны учитывать, что здесь есть свои нюансы, и проект в этом плане немножко будет более сложноватый по сравнению с тем, что вы делали бы, допустим, это на территории Казахстана. Давайте я отвечу на вопрос по концепции. Там был вопрос, можно ли согласовать концепцию заявки с нами. Нет, мы не можем с вами согласовывать концепцию. Мы можем вам, как уже Салтанат, по техническим моментам мы можем вам помочь. И еще, если вы как бы, там люди пишут, а можно ли вам на SGP написать? Да, можно написать, но тоже как бы это время. Если вы спрашиваете, а подходит ли вот такой-то проект, скорее всего, мы вам не ответим, потому что Салтанат уже сказала, что все, что мы ищем, оно в принципе есть в нашем объявлении. Вы можете его почитать, ознакомиться, и уже если у вас будут специфические вопросы по Dance, Engage, SAM или по именно формам, тогда мы будем отвечать на ваши вопросы. Будем уважать ваше время, наше время и в целом. Следующий был вопрос такой. Сейчас, секундочку. Так, общественное объединение может принять участие? Да, если вы зарегистрированы, вы можете принять участие. Похожий общественный фонд, также Алмаз спрашивает. Поощряется ли проект, который предусматривает внесение изменений в законодательство по качеству атмосферного воздуха? Ну, вот видите, такие вопросы мы не можем сейчас отвечать. Ну, как бы нет такого, что какой-то проект, мы не видим никаких заявок сейчас, и нет такого, что какой-то проект лучше или как бы какая-то идея лучше или хуже другой. Все идеи прекрасны, и просто оформите свою заявку правильно, получите все регистрации и дерзайте, подавайте, будем рассматривать ваши проекты. Следующий вопрос. Поощряется ли проект, который предусматривает внесение изменений в законодательство по качеству атмосферного воздуха? Как уже было упомянуто моей коллегой Салтанат, мы сами не решаем этот вопрос, мы не являемся членами комиссии, которая будет рассматривать ваши проекты. Если вы, еще раз говорю, хотите подать проект, который будет иметь хорошую пользу для общества, пожалуйста, пробуйте. Мы только будем рады получить такие проекты, рассмотреть возможность их финансирования. Но это не значит, что вам будет прям выдано финансирование. Возможно, будет, возможно, не будет. Это решит комиссия.
Да, вы правильно понимаете, когда по поводу подачи заявки, есть два способа заявки. Вы можете отправить пакет документов на электронную почту, либо через сайт gras.gov. Но второй вариант, он более сложный. Многие не могут разобраться, это очень тяжело, поэтому мы всем рекомендуем, не ограничиваем, но просто рекомендуем просто направить весь пакет документов на электронную почту. Желательно, чтобы ваше сообщение не превышало 5 мегабайт, и очень просим, чтобы вы направляли свои заявки заранее, не в последний день, не в последний час, потому что в последние дни и особенно в последние часы система не позволяет принимать такой большой объем количества электронной почты, и многие могут просто оказаться в той ситуации, что мы не получили ваши заявки. Я передам заключительное слово Салтанату. Я думаю, у нас время уже подходит к концу. Да, нам нужно уже завершать нашу сессию. Спасибо за то, что вы присоединились. Мы записывали видео нашей сессии, мы ее также опубликуем на Фейсбуке и на сайте нашего посольства. Пожалуйста, читайте внимательно объявление о финансировании на 3 языках, на том языке, на котором вам удобно, понятно. Вы можете задавать вопросы, писать нам, звонить нам. И срок подачи снова до 30 апреля этого года на email sgp-kazakhstan@state.gov. Ну, на этом, наверное, все. Будем прощаться. Всего доброго и удачи. Спасибо. Удачи. До свидания.